отображается информация о начале транспортировки к нам в стационар. Рустаму Миниханову показывает обновленный терапевтический корпус Нижнекамской ЦРБ. Теперь для проведения диагностики пациентов не нужно переводить из одного здания в другое. Все необходимое оборудование расположено здесь. Сопровождение больных. Здесь у нас работает доктор. В этих шкафах бумага потом, когда я уйду оттуда. Обновили все. На 5 этажах отделение лучевой диагностики, кардиологии, неврологии, пульмонологии и многое другое. Медики отмечают изменения долгожданные. За 33 года, что работает корпус, такая глобальная трансформация здесь впервые. Были обшарпанные стены, обшарпанные полы. Было не очень комфортно пребывать нашим пациентам в палатах, лишенным банальных удобств. Было не очень удобно работать в кабинетах, которые были тоже не совсем соответствовали, вернее, нормам Санпина. А после ремонта вы можете сами посмотреть, в каких комфортных, удобных условиях мы работаем. Палаты все оснащены санузлами, душевыми кабинами. Пациенты приходят и говорят: это что за такое здание? Что это такое? Мы что, находимся в Москве, что ли? Ремонт корпуса начался 2 года назад. Теперь его мощность и оборудование позволят принимать более 350 тысяч пациентов не только с Нижнекамского, но и соседних районов Мамадышского и Новошишминского. Лежала еще в старом здании. Конечно, удобства все были в общих коридорах. Не очень удобно было со сломанной ногой особенно. А сейчас все это в своих палатах и приносят кушать, прям накладывают, уносят. Сейчас намного лучше. Сейчас вообще и жизнь лучше становится, и эти относятся лучше. И врачи, и вообще, и строители молодцы на уровне. По республиканской программе капремонта стационаров на масштабное преобразование выделили 760 миллионов рублей. Работы провели в 2 этапа. После капремонта корпус больницы включили в систему Центра экстренной медицины. Теперь здесь будут оказывать и неотложную помощь. Готовим операционный зал, готовим реанимационный зал. Все сотрудники готовы встречать. Это, конечно же, в ситуации высокотехнологичной медицинской помощи является ключевым. В планах на этот год открыть отделение реабилитации на 20 мест. На приобретение оборудования из федерального бюджета выделят 45 миллионов рублей. Рамиль Шайдуллин, Рамиль Галиуллин, Лейсан Саитова, ТНВ, Нижнекамск.